Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты телеканала «Якутия-24». Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. За или против депутаты якутского парламента обсудили концессионное соглашение по строительству Ленского моста. Подробный разбор темы. Добрый февраль. В рамках этой акции наш телеканал попробует помочь молодому парню с инвалидностью, мечтающему найти работу. Профессия IT. В Мирном стартовал отборочный этап этого республиканского конкурса. Снежный снайпер. В праздничные дни в Алдане соревновались на снегоходах. Теперь в дубляже. Фильм «Надо мной солнце не садится» покажут в русском дублированном переводе. Титулованная картина возвращается в кинопрокат. Депутаты якутского парламента одобрили концессионное соглашение по строительству Ленского моста. В Элтумене прошел правительственный час с участием членов правительства и народных депутатов республики. Они все обсудили условия концессионного соглашения по проектированию, строительству и эксплуатации моста через Лену. Какие обязательства республики прописаны при реализации этого документа и какие параметры будут учтены при разработке проекта? Над темой работал наш корреспондент Ульяна Шагина. Ленский мост – самый крупный и социально значимый проект для Якутии. Сегодня уже получена поддержка федерального центра, что подтверждается концессионным соглашением, подписанным между правительством республики и инвестором. Почему был выбран формат концессионного соглашения? Он в максимальной степени ограничивает риски республики. То есть те мероприятия, которые на сегодняшний момент проводятся, они проводятся за счет средств частного партнера. Известны и параметры соблюдения этого главного на сегодняшний день документа. Так, в 2020 году за счет средств частного инвестора будет разработана проектная документация. В первом квартале 2021 года планируется прохождение государственной экспертизы проекта. Далее начнутся строительные работы, после чего в 2025 году по плану объект должен быть введен в эксплуатацию. Сегодня поставлен вопрос очень по пространственному развитию республики. Его мы не решим, если у нас не будет наземного сообщения. Конечная стоимость строительства будет определена по итогам разработки и прохождения госэкспертизы. Причем 75% финансирования от общей суммы ложится на федеральный центр. 10% должна вложить республика, а остальную часть затрат возьмет на себя инвестор. Мы не испытываем никаких изменений сейчас на этом пути. И я думаю, что даже раньше этого периода мы как раз сейчас приступили к разработке проектно-сметной документации. Этот вопрос уже будет финализирован. Концессионное соглашение – это в первую очередь инвестиционный проект, который должен иметь возвратность. И республика заинтересована в экономической составляющей при эксплуатации объекта. Речь идет о введении платного переезда через мостовой переход. Причем это будет касаться только грузового автотранспорта. У нас нет оснований полагать, что мы должны бюджет республики нагружать за счет бесплатности для грузового транспорта. Но еще раз повторюсь, этот вопрос очень волнует жителей. Для легкового транспорта в проекте моста, в бизнес-плане и вообще во всех документах касательно строительства моста проект легкового транспорта является бесплатным. И вот как повлияет мостовой переход на экономику республики. Во-первых, планируется снижение цен на основные продукты питания от 4 до 10%. Увеличится количество инвестиционных проектов, которые из-за отсутствия перехода через реку не имели возможности реализации. Мост соединит регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, а это более четверти всей территории России. Увеличится и круглогодичная транспортная доступность населения с 21% до 70%. Возведение берегозащитной дамбы параллельно со строительством моста решит проблему подтопления ряда населенных пунктов в Мегино-Хангаласском и Хангаласском районах. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Что касается другого важного и дорогого объекта в Якутии, будущего моста через реку Вилюй, то берегоукрепительные работы для строительства потребуют около 700 миллионов рублей. Власти Якутии заявили о начале проектирования этого мостового перехода, а в настоящее время Минприроды России рассматривает эту заявку. Начало строительства берегоукрепительных сооружений запланировано на следующий год.
Напомним, что объект реализуется за счет федерального бюджета. Ориентировочная стоимость – 20 миллиардов рублей. Длина моста через Вилюй составит 1 километр 700 метров, а длина подходов к нему – 20 километров. Мост обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой. Перевозка грузов по автозимникам идет по графику, отставаний нет. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии под председательством первого вице-премьера Алексея Колодезникова. Плановый объем жизнеобеспечивающих грузов в зимний период – 770 тысяч тонн. На сегодня завезено 430 тысяч тонн, что составляет 56% от плана. На совещании рассказали о неудовлетворительном состоянии муниципальных дорог Лайховского и Абыйского районов, в несоответствии по ширине и об отсутствии дорожных знаков. Подводя итоги совещания, Колодезников поручил обратить внимание на соблюдение плана графика перевозок и следить за техсостоянием автодорог. Завоз грузов автозимником идет у нас по плану. Большой объем перевозок у нас с Усянского района до Верхоянского района. 72 тысячи тонн угля должны доставить. На сегодня 32 тысячи уже доставлено. На контроле у нас Среднеколымский район. Там у нас объем большой, тоже 15 тысяч тонн. По наслегам надо развести. На сегодня в пределах 4 тысяч доставлено. Но объемы достаточно большие. Жизнь в отдаленных селах республики, особенно в тех, где отсутствует транспортная логистика, затруднена многими проблемами. Один из таких многострадальных населенных пунктов – село Турукта Ленского района. Там проживают около 100 человек, в основном пенсионеры. Из социальных объектов там функционирует только школа, детский сад, сельский клуб и библиотека. О жизни туруктинцев в материале нашего корреспондента Анны Кожевниковой. Почти в 150 километрах от райцентра в таежной глуши затерялось небольшое село Турухта. Именно затерялось в бездорожье. Добраться до него можно только по реке. Летом по воде, зимой по зимнику. В межсезонье Турухта оторвана от административного поселка. Как сообщил глава района, сегодня отрабатывают несколько вариантов дороги через лес к мосту, который пересекает реку Нюя и ведет к трассе Ленск-Нюя. Я знаю и короткую дорогу, знаю и объездную дорогу. По короткой там очень крутая гора. Да? Если даже летом можно по ней ездить, то зимой это очень опасно для людей. Мы выбрали там на 7 километров дальше дорогу, но там ни одного подъема нет, там спокойная дорога. Но там есть 3 болотистых места небольших. Я думаю, что в этом году мы все-таки на ближайшей сессии деньги на эту цель выделим. Еще одна важная проблема, типичная для сельской местности, касается медицины, вернее, ее отсутствия. У нас в основном в нашей деревне проживают пенсионеры. То есть, не дай бог, несчастный случай, дороги нет, может случиться страшное. У нас есть, конечно, в штате медсестра, но она не фельдшер. Она сейчас в данном времени она находится в декретном отпуске, но иногда она... тратя свое время, она приходит, вот ФАП у нас есть, здание ФАПа, она приходит, продает лекарства. Сегодня в Ленском районе в 2 селах сдали ФАПы. Для Турухты же администрацией Нюйского наслега закуплен материал для ремонта ФАПа. Но руководство Ленской ЦРБ ремонтные работы не производит. Еще одна насущная проблема – доставка почты. Почтальон Анна Арефьева постоянно поднимает этот вопрос. Ей сказали, что село маленькое, народу мало, нам невыгодно возить сюда почту вообще. То есть мы почту получаем, допустим, за месяц позже, на 2 недели позже, на 3 недели позже. Ну, естественно, когда весна, паводок, все. Мы сидим вообще без пенсии, без почты. Глава района обещал посодействовать в решении этой проблемы. Подобные ситуации уже возникали в прошлом году в Витиме и Пеледуе, и тоже потребовалось вмешательство местной власти. Еще одна острая проблема в Турухте – это питьевая вода. Ее возят с реки, а в зимнее время взвоз передувает и водовозка не может подняться в гору. Люди запасаются водой заранее или пилят лед. Но не у всех есть транспорт, да и силы. Пока этот вопрос остается открытым, и жители Турухты просят все уровни власти обратить внимание на их село. Немало проблем и в Турухтинской школе, но это отдельная необъятная тема, о которой мы расскажем в следующем материале. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Около 60 предприятий из 15 регионов страны представят свою продукцию на ежегодной выставке «Стройиндустрия Севера-2020. Архитектура, строительство, недвижимость». Она пройдет в Якутске с 26 по 28 февраля. Выставка проходит уже в 17-й раз.
За эти годы строительная сфера республики совершила значительный скачок в развитии по многим направлениям. Большинство участников этого года впервые заявились на форум такого уровня. Помимо основной экспозиции планируют насыщенную деловую программу, в рамках которой состоятся отраслевые круглые столы, семинары и мастер-классы. Также с помощью наших партнеров и постоянных организаторов нашего мероприятия, это Министерство строительства, Управление архитектуры при главе, ГАО «Центр Мой бизнес», будут проводиться даже в прямом эфире живые биржи контактов, где непосредственно будут проводиться соединения и знакомства партнеров и поставщиков, которые могут найти грани сотрудничества на нашей выставке и в дальнейшем уже развивать свой бизнес в каком-то, может быть, новом направлении. Накануне в Валдане соревновались на снегоходах. Отличительной чертой гонок стала новая дисциплина – биатлон. За снежными снайперами наблюдал Руслан Павлов. Снежные снайперы. Такое определение теперь можно применять к местным любителям экстремальных видов спорта. На очередных районных соревнованиях по гонкам на снегоходах, кроме трамплинов и петель, на трассе появился огневой рубеж. Все-таки танковый биатлон есть, лыжный биатлон есть, а мы решили сделать снегоходный биатлон. Тем более, что в России это уже набирает вид спорта обороты, и мы уже тоже работаем в этом направлении, чтобы все-таки выйти на всероссийский уровень. На этот раз биатлон на снегоходах был своего рода экспериментом. Горно-спортивный класс машин допускался только гонки, а для тяжелого класса, утилитарные снегоходы и бураны, задача стояла более сложная. Закрыть 5 мишеней после экстремального вождения непросто, поэтому попадали редко, мешала и амуниция. Потому что ты, получается, проехал, руки трясутся в напряжении, потому что были, не получается. Попасть сложно. Попасть очень вообще сложно, да. Мне больше положительное впечатление дает вот эта тусовка, вот эта вот массовость, что собрались люди, во-первых, единомышленники. Ну а гонка так, конечно, да, стрельба немножко неправильно рассчитали. Тяжело очень стрелять в шлемах, тяжело стрелять в перчатках. Таких, если биатлонисты, они как бы подготовлены уже, все у них. Ну, на ошибках учатся, как бы, думаю, в следующий раз организаторы что-то новое сделают. Условия и правила подобного биатлона просты. Участники проходят дистанцию в 2 круга на время, после первого огневой рубеж. За каждую незакрытую мишень участники получали дополнительные секунды штрафного времени. Надо все пробовать. Пробовать в жизни и биатлоны, и спринты. Мы еще до конца не определились, с какими нормативами будем дальше участвовать в снегоходном спорте. Ну, попробуем в биатлоне себя. Биатлон набирает обороты. Первый блин хоть и был комом, но на вкус показался всем съедобным. По мнению организаторов и участников, подобную практику нужно развивать и прививать дальше. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Вернемся через короткую паузу. 30 секунд. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Добрый февраль. В рамках акции наш телеканал попробует помочь молодому парню с инвалидностью, мечтающему найти работу. Профессия IT. В Алмазном крае стартовал отборочный этап республиканского конкурса. Теперь в дубляже. Фильм «Надо мной солнце не садится» покажут в русском дублированном переводе. Титулованная картина возвращается в кинопрокат. Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. Продолжаем выпуск. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил, что говорить о распространении инфекции коронавируса как о пандемии преждевременно. По данным организации, инфекция диагностирована у более чем 79 тысяч человек. Жертвами вируса в Китае стали 2500, 23 человека погибли за пределами этой страны. Случаи заражения также зафиксированы в 29 странах мира. Давайте сконцентрируемся на том, что можно сделать, а именно на подготовке. Это распознавание случаев заражения, лечение, отслеживание, адекватные меры по сдерживанию инфекции. Речь идет не о сотнях необходимых мер, а лишь о 5-6 ключевых моментах. Для нас по-прежнему существует возможность сдержать распространение вируса. Однако он может мутировать, став болезнью, которая характерна для определенной местности, или стать сезонным заболеванием, но может и вырасти до мировой пандемии. На данном этапе невозможно с уверенностью сказать, какой из представленных вариантов наиболее вероятен.
В Мирном стартовал отборочный этап республиканского конкурса под названием «Моя профессия IT». Впервые за историю этого конкурса организованы выездные и дистанционные отборочные туры. В течение 2 дней участники пробуют свои силы в разработке IT-проектов. О том, какие проекты презентовали ребята с Мирнинского района, расскажет наш корреспондент Марфирина Алексеева. 11 команд, в каждой по 3 участника – программист, менеджер и дизайнер. В течение 2 дней участники должны на месте разработать прототип полезных веб-сервисов или мобильных приложений. Форум такого формата называется «Хакатон» от слова «хакер». В этом году 5-е юбилейное мероприятие. Количество участников расширится до 1000 человек из 16 районов республики. Идея конкурса – вовлечь молодежь в сферу информационных технологий, познакомить с мировыми трендами в IT-индустрии, передать опыт успешных компаний. Финалистов ожидает реальный шанс заполучить актуальную профессию будущего. По результатам конкурса участники получают ценные призы, а также целевое обучение на вузы страны. В принципе, поэтому очень реальная возможность молодых ребят, которые хотят именно выбрать профессию IT, то есть и для них как раз мы проводим такой конкурс. Сегодня ребята сгенерировали идеи, представили их экспертам и получили наставления. Проекты должны быть полезными и решать актуальную проблему. Самые острые вопросы здесь решаются, можно сказать о Мирном, почти все команды делают ГИС о Мирном. Среди различных путеводителей в виде игр, справочников и географических данных отличился проект с не менее актуальной идеей. Это обучающий сайт, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Идет сначала обучающее видео, дальше идет уже тест. В каких военных действиях Россия принимала участие, какие герои были и какие поступки знаменательные эти герои совершили. Для чего мы это все делаем? Чтобы мы, молодежь, ровесники, могли узнать историю России в подробностях и до мелочей. Успешно прошедшим тест будут предоставляться сертификаты от компании «Алроса» и предпринимателей для приобретения того или иного товара. Такие различные идеи предстоит еще услышать экспертам в 14 районах республики. Финалисты отборочного этапа примут участие в итоговом конкурсе, который пройдет в апреле в городе Якутске. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Что построить на месте вырубленного леса? Жители Нерингри обеспокоены тем, что полгода назад в одном из районов города вырубили деревья и огородили территорию. Кто-то тревожится за сохранение зеленых насаждений, кто-то предлагает установить там детскую площадку. Мнения жителей квартала разделились на 2 лагеря. Во-первых, тут лесок был. Так классно было. Такой лес срубили. Уже эти магазины... Магазин на магазине. Нам жалко было. Мы ругались с этими строителями. Мы спрашивали у строителей, сказали, что строят какой-то торговый комплекс. Ну а что, тут магазин, тут магазин, тут магазин. Одни магазины. Жалко лес. Аккуратненько все. Нормально. Я считаю, что очень оригинально. И забор этот прилично сделан. Из металла. Ходили с собаками, выгуливали, а так поленятся ходить в ворота, в калитку За комментарием о том, что планируется построить на огороженной территории, наша съемочная группа обратилась в администрацию Нерингри. Там коротко пояснили, что предстоящая стройка включена в архитектурный план города, а от более подробного комментария местные власти пока воздержались. Поэтому вопрос пока остается открытым. 5 лет в поисках работы. В редакцию нашего телеканала обратился 25-летний Михаил Чекуров. Он инвалид 2-й группы и уже много лет мечтает найти работу. Готов он взяться буквально за любое дело. И мы, телеканал «Якутия-24», в рамках акции «Добрый февраль» постараемся помочь Михаилу. Репортаж Анастасии Кобызевой. Вот так на протяжении уже 5 лет Михаил Чекуров приходит в Центр занятости города Якутска. Герой нашего сюжета – инвалид 2-й группы. Найти работу ему помогают и специалисты, и родственники, но пока все безрезультатно. Трудоустроиться человеку с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему сложно. Не каждый человек готов взять на работу именно такого человека, как меня. Очень трудно его
научить. Но Миша не унывает. По специальности он оператор электронного набора и верстки. А еще у него есть хобби. Он ведет канал на YouTube и рассказывает своим подписчикам о новых фильмах. К слову, зрителей уже достаточно, более 500 человек. На вопрос, с какой бы он хотел получить работу, с улыбкой отвечает. Естественно, появится тебе год, думаю, у президента. Хотел бы, это мои фантазии, а так любая работа. Но, как показывает практика, спрос на специалистов с ограниченными возможностями здоровья небольшой. Причин много. Основная – для таких сотрудников нужно создавать особые условия работы. В Якутске, например, в прошлом году в Центр занятости обратились порядка 450 человек с инвалидностью. Трудоустроить удалось лишь половину. Мы активно пытаемся просить наших работодателей, чтобы они применяли механизм квотирования, исполняли его и трудоустраивали тех граждан, которые не могут в обычной конкурентной борьбе быть такими же полноценными участниками рынка труда, как обычные граждане. В Центре занятости говорят, что Мише подошла бы работа, которая предполагает выполнение простых функций, например, курьер. Несмотря на все его трудности, он очень исполнительный и очень честный и ответственный человек. Потому что такие качества, они действительно ему присущи, и он может работать и выполнять работу, которая ему поручена. Мы очень надеемся, что после просмотра этого сюжета Мише наконец поступит предложение от работодателя. Он, как и многие другие люди с ограниченными возможностями здоровья, хочет, чтобы в нем видели не инвалида, а специалиста. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Якутская кинокомпания «Арт Дойду» представила свои фильмы на крупнейшем европейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля. Он проходит с 20 по 27 февраля. Там же в Германии провели предпоказ нового якутского триллера «Ичи» на большом экране. Как сообщила руководитель кинокомпании Марьяна Скрыбыкина в соцсетях, кинематографисты из Берлина снимают об «Арт Дойду» документальный фильм. Отметим, что European Film Market – это крупнейшая европейская площадка, куда съезжаются кинодеятели со всего мира вот уже с 1951 года. Находимся в городе Берлин, участвуем на крупнейшем европейском кинорынке EFM в рамках Берлинале. В кинорынке участвуют более 8 тысяч дистрибьюторов, байеров, сейлс-агентов, кинопроизводителей из 100 стран мира. Это крупнейшая площадка по обмену опытом, по поиску финансирования, по продаже, показу своих фильмов. Вчера состоялась маркет-премьера фильма «Ичи». Был полный зал, и в настоящее время мы продолжаем вести переговоры и обсуждаем условия продаж. Впервые у якутской кинокомпании есть собственный стенд на этом крутейшем кинорынке. Мы очень благодарим Инвест Якутию за оказанную поддержку и горды представлять свою республику. Другой наш фильм «Надо мною солнце не садится» покажут в дублированном переводе. Якутская картина, собравшая немало наград, вновь вернется в кинопрокат. Теперь с русской озвучкой. Дубляж сделан в Москве профессиональными актерами. Сюжет с Аргаланой Федоровой. У тебя имеется самая заветная мечта. Старик Байбал заговорил голосом Сириуса Блэка из «Гарри Поттера». Его озвучил актер Борис Токарев. Я озвучил роль Байбала. Смотрите в кино в русском дубляже «Надо мною солнце не садится». Также зрители узнают русский голос американского актера Джесси Айзенберга. Здравствуйте, меня зовут Прохор Чеховской, и я озвучил главную роль в фильме «Надо мною солнце не садится». Моего героя зовут Алтан. Актеров подбирали тщательно, не только по схожести с тембром голоса, но и с характером героя. Переозвученную киноленту уже оценили в Казахстане и Киргизии. Там ее приняли очень тепло, говорят создатели. В планах у команды онлайн-продажа по всему миру. Переговоры ведутся с мировыми и даже федеральными онлайн-кинотеатрами. И сейчас мы все предусматриваем, все варианты. Не надо все измерять в единицах, так как
Мы должны популяризировать наше якутское кино. Картина, которая завоевала признание зрителей и множество наград кинофестивалей, рассказывает о старике Байбале и молодом парне Алтане. Судьба свела их на острове у моря Лаптевых. Тема взаимопонимания совершенно разных поколений, любовь к жизни и неравнодушие к тем, кто живет рядом, проносится красной нитью через весь фильм. Неподдельная чистота помыслов главных героев передается с помощью диалогов. Все это смогли сохранить и в русской версии. За счет совпадения артикуляции героев создается впечатление, что персонажи говорят на языке дубляжа. Тут создатели отмечают отличную работу укладчика. Было мнение среди специалистов, что якутский язык плохо ложится на русский, потому что у нас очень много гласных, согласных, да? Очень длинные слова. Но оказалось, что если поработает очень хороший укладчик, такая профессия отдельная, то смотрится, как будто они говорят на русском языке. Вот стоит копия того самого самолета мечты из фильма. Он сделан из металла, веревочек и лоскутков ткани. На протяжении всего года телезрители привязывали к нему ленточки и загадывали желания. Желания и вправду исполняются. Фильм покоряет новые горизонты. Якутские зрители увидят полюбившуюся картину в качественном дубляже с 27 февраля. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Продолжат коллеги. Оставайтесь с нами.